Борьба чисто на эмоциях. Если так посмотреть, то мне даже не кажется, что это турнир проводится среди детей, мне кажется, что это вообще среди взрослых. Настолько высокий уровень. Если хотите выиграть, хотите, не хотите, идите на захват. Вот эти эмоции непередаваемые. Мы не должны отставать от всего мира, должны идти вперед. Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Мы едем в Тампонский улус, поселок Кандыга, освещать республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы Иванова и Иллариона Федоровича. Будьте с нами! В рамках проведения турнира заодно и провели семинар по направлению биохимическое развитие вольной борьбы. Кривошапкин Петр Иванович и сам Илларион Федорович Иванов показывают практические занятия для тренеров. Я вот занимался атлетизмом и подтягивался 24 раза, и выпрямлялся как боксер, подтягивался по 50 раз. Но когда вот я пришел в зал Батуя, увидел, что они постоянно используют растяжки, при этом больше растягиваются, и после этого клуба подтягиваются, и за счет использования угловых компонентов они более эффективно используют подтягивание. И поэтому каждое упражнение для спорта нужна только эффективность. Значение правильной стойки, значит, он будет тратить гораздо меньше энергии. Ну вот сегодня вот как раз говорили, что вот некоторые очень устают быстро. И в этом плане, чтобы не уставать, надо, во-первых, нагрузку давать на свои кости, тогда он не будет уставать. Чем больше использует свои кости, он устает. Да? А во-вторых, чем больше нагрузка дает на свои суставы, хуже не будет уставать. И в-третьих, если будет использовать сухожилие, он тоже не будет уставать. Почему сухожилие проявляет не метаболические энергии? Энергия без расхода энергии, не метаболической энергии. Да, вот тут тоже вот энергия, вот насчет энергии, вот силы и энергии не тратят. Значит, в этом смысле стойка, позиция имеет очень большое значение. Если правильная стойка, правильная позиция, то он энергии не будет тратить. Элемент УТАГа показывает Петр Иванович Кривошапкин и объясняет, что да как. Вот что это старое. Мы все время должны атаковать сюда, вот в этот центр, чтобы блокировать все три ветви. Если мы пойдем в одну ногу и будем держать вот так, у него вот две ветви свободные стоят, и он может сколько угодно сопротивляться. А вот посмотри, вот, я его уже туда направил, вот, а сам переместить сбоку, вот, видишь, Коля? Я могу вот отсюда атаковать, уже вот сбоку, как угодно. Могу прямо атаковать, вот. Вот. Сразу перехват. Я не остался держать одну ногу, я сразу перехватываюсь. Ну это же, вы же все мастера, чемпионы России спрашивают, как зайти. Борьба это все равно борьба с копьем. Образно. Вот я копье, вот он копье. Он все время на меня идет вот как копье, а я должен на него как копье иду. И выиграет тот, у которого вот копье, его это, пусть снизу вот упор сделал, да? Вот это ясно. Он не пройдет, пока вот это копье не уберет. Пока копье вот так стоит, или пока копье не сломается, он ничего мне не сделает. Если даже он вот так ходит, если я хочу много пройти, я должен вот так делать, потом вот так пройти. А это невозможно. Вот поэтому
хочешь выиграть, ты должен ставить такую стойку, которая ему мешает. Оп! Снизу, вот так. Начинать, да? Я тоже, более 40 раз я подтягивался в молодости, вот так. На турниках 40 раз. На руки вот так 2 раза подтягивался. Что, я хуже, что ли, до дистанции? Некоторые ребята, мои друзья, и то там 15 раз ездили подтягивать. Но меня выигрывали. Потому что у них школа такая, у них атакующая школа. Они лезут в борьбу и больше работы делают на этой борьбе. А мы все время уходим назад, издалека прыгаем. Если будете вы воспитывать своих воспитыванием вот так, как якутов, да, охотников, тогда нам не видать еще этой олимпийской медали еще 50 лет. Не видать. Лучше не тренируйте. Предпринимательством занимайтесь, как я. Это полезнее будет. Если хотите выиграть, тогда хотите, не хотите, идите на захват. Идите на захват. Больше, вот на такой борьбе больше. Потратите на эту ситуацию работайте. Вот на эту ситуацию 1,5 часа работайте. А не 1,5 часа вот так стоять и дергаться. Вот так уже вот так. Ну, это направление мы с нашими последователями получили от Михаила Егоровича Захарова. Он еще в 80-х годах продвигал биомеханическое направление развития вольной борьбы в нашей республике. И в связи с этим даже были неприятности, что вот из-за того, что он, работая в селе Дерин, он ездил по всей республике и пропагандировал это направление. Вот это не поняли, и из-за того, что он слишком часто бросал свою секцию, даже уволили его. И поэтому он перешел еще в другие школы, но все равно продолжал это направление. Ну вот он организовал неофициальную научную группу энтузиастов, в которой входил я, Старостин Егор Николаевич, вот Жирков Василий Васильевич, Илларион Федорович. И вот мы над ним уже вот порядка 40 лет работаем и вот как бы продвигаем то, что хотел передать Михаил Егорович Захаров. Его жизни не хватило, и поэтому эстафеты приняли мы. И вот последние годы вот, Илларион Федорович и я вот очень активно продвигали это направление не только в нашей республике, еще вне нашей республики, в Москве среди тренеров Москвы и в городе Анапе это семинары проводили. Значит, это направление вышло уже за пределы нашей республики. В нашей республике это впервые мы это направление продвигали, когда Василий Петрович Уваров стал старшим тренером на уровне сборной. Вот Герман Контоев, Артур Федоров и другие борцы того поколения опробовали вот ситуационную борьбу по идее Михаила Егоровича. И кроме того, потом мы эти эксперименты проводили на базе СВФУ и потом на базе Горного Улуса, селе Мутах. Кирилл Владимир Николаевич был нашим тренером экспериментальной группы. И вот его достижения Кирилла Владимира Николаевича заинтересовали министра спорта Наговицына Виктора Петровича. И в 1998 году это направление мы продвигали как модель борца 2008 года. И вот последние годы, если раньше мы продвигали общую специальную физическую подготовку юных борцов, то стали сейчас биомеханику для взрослых борцов и для сборной. И вот принцип клина, который продвигал Михаил Егорович 3 года назад, уже на уровне сборной с поддержкой нашего министра Леонида Спиридонова, мы продвигали на уровне юношеской борьбы различных возрастов, уже несколько семинаров провели. Ну вот надеемся, то, что мы
Далее вот это понятие хорошо пропагандировали. Это, во-первых, позволит росту борцов поселка Хандыга и тех тренеров, которые сюда приехали, они тоже какие-то понятия приняли. Но еще, кроме того, с вашей помощью эта идея распространится по всей республике и за пределы нашей республики, потому что это выходит на русском языке. И вот и другие любители вольной борьбы будем доступны идеи вот этого нашего семинара и этой борьбы соревнований. А как будете дальше распространять по республике, по всей России? Какие дальнейшие планы? Да, вот Илларион Федорович проводит договоры с тувинцами, вот они проявили интерес, и вот с тувинской борьбой, наверное, выйдем туда. И вот, постараемся, чтобы тувинцы догнали и перегнали вот дагестанских борцов. Они неплохо борются, и вот, думаю, если вот тувинцы поднимут свой уровень, наши тоже заинтересуются сильнее, чем раньше. И я надеюсь, что будем продвигать и по Якутии очень активно на уровне сборной нашей республики. Если болельщики, то тоже должны стать более грамотными, и многие наши последователи сейчас видят и понимают борьбу совсем по-другому, и видят, что в настоящее время вот иранская борьба очень сильная, японская женская борьба очень сильная, и вот в биомеханическом плане вот они очень хорошо поставили борьбу, и вот другие школы тоже вот в связи с YouTube и вот всемирной сетью интернет-паутины вот очень развивается борьба интенсивно, теория борьбы очень хорошо развивается, и мы не должны отставать от всего мира, должны идти вперед. Началось взвешивание участников. Все участники проходят через осмотр врача, то есть метасвидетельствование. Без допуска врача к взвешиванию участники не допускаются. Юноши 2008-2009 годов и 2010, 11, 19, то есть 5 возрастов завтра поборются. Итак, доброе утро, друзья! Сегодня день соревнований. Дети разминаются перед выходом на ковер. На ковер выйдет сегодня более 150 юных борцов из разных уголков республики. И надеемся, что они покажут нам яркую, бескомпромиссную и динамичную борьбу.
Как оцениваете турнир? Так, мы, ну как сказать-то, турнир оцениваем, ну, все равно на высшем уровне, потому что у нас именно вольная борьба вот в последние годы очень сильно развивается. Например, в селе Крест-Хаджай 30-35 детей тренируется. Это после еще пандемии. Еще село Новое, здесь Сайды, 40 детей тренируется. У нас в Хандыге здесь 80 детей тренируется. Этот турнир для молодого поколения, для юных борцов даст, да, толчок? Конечно, даст. Как трамплин это будет, я думаю, потому что у нас впервые проводится турнир по вольной борьбе, республиканский турнир по вольной борьбе, ну, на высшем уровне. Мы видим, что здесь большой экран стоит, как на чемпионатах мира. Финалисты будут тут, фотографии видны во время финала. Эта идея откуда пришла? Эту идею мы взяли, я вот, например, по соревнованиям хожу по Хапсагаю, по вольной борьбе в республике, в городе Якутске. Последний момент был, например, в Намском улусе. Вот Энчели Хапсагая там увидел, вообще очень понравилось. И также Планку как бы... планку надо нам всем поднять, уровень как бы поднять. В общем, спорт в Тампонском улусе у нас развивается, очень хорошо развивается. Например, массовость берет. Максим Анатольевич, и в конец пожелания юным борцам. Так, юным борцам это самое главное желание тренироваться, показать свой дух, характер, быть сильным. И усиленная тренировка. И слушаться тренеров. Ну, организация турнира на самом деле очень на высоком уровне. Вот, видно, что вот люди и жители Тампонского района очень любят спорт, и в частности вольную борьбу, да. И если так посмотреть, то мне даже не кажется, что это турнир проводится среди детей, мне кажется, что это вообще среди взрослых. Настолько высокий уровень, приехало очень много ребят бороться, у всех глаза горят. Вот. Но надо понимать, что некоторые ребятишки вот впервые борются, вот, поэтому они получат колоссальный опыт от этих соревнований и будут нарастать свой уровень. И очень надеемся, что вот на Тампонской земле будут еще появляться такие именитые борцы, как Виктор Николаевич Лебедев, их прославленный земляк. Вот. Поэтому нужно, чтобы вот побольше было соревнований, чтобы у детишек была возможность побольше реализовать себя, побороться, прочувствовать ковер. Вот. Поэтому я очень рад здесь присутствовать. Вот. Нас очень хорошо встретили. Проживание, вот, банкет, все очень хорошо. И, пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить организаторов, ну и всех жителей вот, Тампонского района и поселка Хандыга. Вчера тут проводился семинар по направлению биомеханического развития вольной борьбы. Как думаете по этому поводу? Да, действительно, вчера проводился очень интересный семинар. Такие семинары, я считаю, очень нужны и нужно проводить на каждых соревнованиях, чтобы и дети, и тренера тоже побольше узнавали про вольную борьбу. Вот. Это, я думаю, неоценимые знания, вот, чтобы можно было использовать их в борьбе, улучшать свою технику, свои навыки. Юным борцам я пожелаю удачи, успехов, чтобы они не отчаивались, когда проигрывали, а делали выводы из этого и хорошо тренировались. Вот. И самое главное, нужно любить этот вид спорта, жить ею, и тогда результаты придут. Любите спорт, занимайтесь спортом, и всем мира и добра. Касается Виктор Заршевский, Англя. Организаторы придумали все четко. Тут будут фотографии финалистов,
отображаться на большом экране, и под дым они выходят, наши юные борцы. И организаторам большая благодарность. Начинаются финалы первого республиканского турнира на призы Иллариона Федоровича Иванова. Вот перед нами стоят самые маленькие финалисты, 24 килограмм. Семен Апарьян, красный угол, и с синего угла Эрсан Терютин. Сейчас выйдут и покажут нам яркую, динамичную борьбу. Под дым выходят юные борцы. Как на чемпионате мира. Давайте поддержим наших спортсменов. И за ними идут бронзовые призеры этого веса. Юные борцы с Вилюйска и с Чурапчинского улуса. Начали. Борьба за золотой мяч, за золотую медаль. Турнира на призы Иллариона Иванова. Историческая схватка. Тут будет озвучен первый чемпион первого республиканского турнира. Семен Апарьян берет 2 балла. И берет хочет накатить соперника. Не получилось. Счет 2-0. Оба борца уверенно вышли в финал, одолев всех соперников, заявленным преимуществом. Опа! Проход ноги от Арьяна Семенова. Эрсан Терютин хочет на обратку. 2 балла. Счет 2-2. Счет 2-2. Проходит ноги. 4 балла. Первый чемпион турнира Арьян Семенов. Финал весовой категории 26 килограмм. Красный угол Толя Ермаков. Тамбовский улус, синий угол Толя Ермаков, чемпион весовой категории 26 килограмм. Ян Львов, Вилюйский улус, и Саид Камала, Чурапчинский улус, его берет. Финальная схватка весовой категории 28 килограмм. С красного угла Ян Львов, Вилюйский район. Синий угол Саид Камала, Чурапчинский улус. Оба-на! Ян Львов держит в опасное положение. Вырвался Саид Камала. Ян Львов на скрестный захват. Счет 6-0. Еще 2 балла, 8-0. И уверенная досрочная победа. Чемпион 28 килограмм. Ян Львов, Вилюйский улус. Финал весовой категории 32. С красного угла Алеша Четверов, село Новый, Тамбовский улус. Его соперник синего угла Яков Николаев, Вилюйский улус. Финал весовой категории 32 килограмма. Это проход ноги от Якова Николаева. Берет 2 балла. Счет 2-0. И сразу на фоксауэрский захват. И держит опасное положение соперника. Счет 6-0. Счет 6-0. Ведет Яков Николаев.
До конца первого периода минута 9 секунд. Яков Николаев уверенно ведет схватку. Проход ноги от Алеша Четверова. Еще 2 балла подписывает за свой счет Яков Николаев, Виновский УЗ, счет 8 балл. И воскресный захват 2 балла и 10 балл. И весовой категории 32 килограмма. Обладателем золотой медали стал Яков Николаев, Виновский УЗ. Финал весовой категории 35 килограмм. С красного угла Артем Новиков, Катас. И с синего угла Мирон Протопопов, Вильнюсский УЗ. У Вильнюсского района уже 4-й финалист. До этого все вильнюсские борцы выиграли свои схватки досрочно. И сейчас посмотрим, Мирон Протопопов как отборется. Финал весовой категории 35 килограмм. Данного весовой категории. Оба-на, проход ноги от Мирона Протопопова. Ключ. Подъем ключ делает Артем Новиков. Катался. Это опасное положение. Вышел из опасного положения Мирон Протопопов. Счет 2-0. Пользу Артема Новикова. Пользу Артема Новикова. Счет 2-0. Борьба за золотую медаль. Весовой категории 35 килограмм. Новиков проходит ноги. И берет подъем Промокашка. Держит опасное положение. И Кушев чистую победу одержал и чемпионом весовой категории до 35 килограмм стал Артем Новиков. Попас. Итак, борьба за золотую медаль весовой категории до 40 килограммов. С красного угла Максим Яковлев, 5-й представитель Вильнюсского УЗа, финалист, 5-й финалист. И с синего угла хозяин ковра Арсений Евтухов, Андга. 2 балла берет Арсений Евтухов. И хочет брать на промокашку. Это получилось. Это проход ноги от Максима Яковлева. Арсений Евтухов сильно защищается. И отдает 2 балла. 2 балла отдает все-таки. Счет становится равным 2-2. И по качеству пока выигрывает Максим Яковлев. Счет равный 2-2. Арсений Евтухов проигрывает по качеству. До конца первого периода осталось 23 секунды. Идет очень равная борьба. Проход ноги от Максима Яковлева. О, ключ. Прием ключ. Хватит ли времени? Осталось 5 секунд. 2 балла все-таки берет. Счет становится 4-2. 4-2 в пользу Арсения Евтухова. Арсений Евтухов. Счет 4-2. Пользу борца синих триков. Равная борьба. До конца схватки минута 34 секунды. Какая красота! Счет становится 4-4. Арсений Евтухов побеждает. Никогда не берет 2 балла. Переходит ноги. Максим Яковлев защищается.
Артемий берет за ногу и записывается счет 1 балл. Ничего не получилось. Осталось 10 секунд. Берет на захват ключ. Записывает. Не хватает времени. Счет 5-4. И Арсений Евтухов становится победителем весовой категории 40 килограмм. Максима Евтухова, его родителей, тренера. Вот эти эмоции непередаваемые. Итак, начинаем финальную схватку весовой категории до 55 килограмм. С красного угла Кристиан Хлопков, село Новый, Тампонский Луз. В синем трико Ахиллес Протопопов, город Якутск. Начинается схватка. Опа! 4 балла! Ахиллес Протопопов показывает прием Турген. Счет 4-0. Ведет борец синего. В синем трико Ахиллес Протопопов. Еще берет 2 балла. Счет 6-0. Счет становится 6-0. Опа! Проход ноги от Кристиана Хлопкова. Ахиллес Протопопов защищается и берет 2 балла. Сейчас становится 8-0. И накатирует накат 2 балла. И еще становится 10-0. Нет. 10-1. Кристиан Хлопков берет 1 балл. 10-1. Еще раз проходит ноги. Прием Петра показывает Кристиана Хлопкова. Счет становится 5-10. Накрывание. Опасное положение. Это. Опасное положение. Ахиллес Протопопов. Кристиан Хлопков. Выходит опасное положение соперника. Выходит из опасного положения. Равная борьба. Счет 7-12. 7-12 счет. Идет борец синего угла Ахиллес Протопопов, город Якутск. Тренер Ахиллеса Протопопова Анатолий Сипсев. Второй период финальной схватки весовой категории до 55 килограмм. Кристиан Хлопков, Тампонский Луз и Ахиллес Протопопов, город Якутск. Счет 7-12 в пользу Ахиллеса Протопопова. До конца схватки минута 35 секунд. Проход ноги от Кристиана Хлопкова. Еще тоже равная борьба. Балла ведет Ахиллес. Счет становится 7-14. И берет на захват Промокашка. Держит в опасное положение. Еще 2 балла записывает. Счет 7-16. И чемпионом весовой категории 55 килограмм становится Ахиллес Протопопов, город Якутск.
Итак, начинается финальная схватка весовой категории свыше 65 килограмм. Красного угла Принципиальная схватка. Владислав Адамчик, синего угла Константин Моторин, тампонский финал. Тампонский финал. Владислав Адамчик, села Мегина Албан, а Костя Моторин хозяин, поселок Кандыга. Счет становится 2-0 в пользу Владислава Адамчика. Счет 2-0. Опа, проход ноги от Константина Моторина. Счет становится 2-2. Воскресный захват берет Константин. И сейчас попытается передать 29 секунд. Счет пока без изменений. Опа! Костя берет 2 балла. Счет становится 4-2. До конца первого периода 10 секунд. Начинается второй период золотого финала весовой категории свыше 65 килограмм. Счет 2-4. Моторин Константин ведет схватку. Опа! Еще 2 балла. Равная борьба. До конца схватки ровно минута. Схватка со счетом 6-2. И проходит новый. 4 балла. Свой счет описывает Владик Адамчик. И счет равный. В данный момент схватку ведет Борис. Красным трико Владик Адамчик. Счет 6-6. Дальний бросок. 10 секунд. Проход ноги от Константина. Доведет ли до конца? Нет. Время. И со счетом 6-6 победителем весовой категории свыше 65 килограмм становится Владислав Адамчик. Мегина Албан, тампонский лук. А хозяин ковра Константин Моторин удостоился серебряной медали. Итак, финал весовой категории 38 килограмм, возрастной категории 2008-9. В красном трико Олег Кисляков, село Новый, Тампонский луз. В синем трико Айдин Потапов, город Якутск. Борьба за золотую медаль. Всего у нас осталось 2 схватки до финала. И на этом завершится турнир. Первый республиканский турнир Иллариона Федоровича Иванова, прославленного борца 80-х годов с тампонского луза, мастера спорта СССР. Проход ноги от Кислякова, но неудачно. Айдин Потапов забегает и берет 2 балла. Стойка, счет 2-0. Олег Кисляков, село Новый, Тампонский луз. Оба! Проход, мельница сейчас. 2 балла, и опасное положение делает Олег Кисляков. Держит Олег Кисляков. Айдин Потапов защищается. Слушай! И чемпионом весовой категории 38 килограмм становится Олег Кисляков. Село Новый, Тампонский луз.
республиканского турнира Иллариона Иванова. Весовая категория до 45 килограмм. В красном трико Алмаз Абдурагимов, хозяин ковра, поселок Кандыга, Тампонский Луз. В синем трико Нургун Чемезов в городе Хуз. Оба борца очень техничные, одержали досрочную победу и вышли в финал. Оба победы от Нургуна Чемезова. Ничего не получилось. Но это борьба, единоборство. Не надо эмоции держать при себе. Но юные борцы еще молодые. Все, пожали руки и продолжаем схватку. Ну, конечно, настрой у ребят, конечно, боевой. Вот поэтому и выходят такие эмоции. Проход ноги от Алмаза Абдурагимова. Нургун Чемезов защищается. Счет 0-0. До конца периода остается минута. Равная борьба. Борцы. Давайте. О, проход ноги. Арбитр предупреждает борца с синим трико. До конца первого периода остается 43 секунды. Счет 0-0. Еще раз проходит ноги Нургун. И записывает свой счет 1 балл. 1 балл. Вместе со свистком Алмаз Абдурагимов бросается на соперника. До конца первого периода 23 секунды. Счет 1-0. Еще раз попытка прохода в ноги. Счет 1 балл записывает Алмаз Абдурагимов. Счет 1-1. По последнему действию схватку ведет борец в красном трико Алмаз Абдурагимов, поселок Кандыга. Нас ждет огненный второй период. Борцы показывают равную борьбу. Ну что ж, второй период. Финала весовой категории 45 килограмм. Очень интересная схватка. Яркий, динамичный финал, равная борьба. Счет 1-1. Еще раз проход ноги от Нургуна Чемезова, но Абдурагимов защищается. И забивание. Директно 2 балла. Смотрим. Соберет Нургун Чемезов. Стойка. Минута 9 секунд остается. Схватку ведет хозяин ковра Алмаз Абдурагимов. Оба! 4 балла! Еще становится 5-1 в пользу хозяина ковра Алмаза Абдурагимова. Осталось 47 секунд. Еще раз проходят ноги. Проход ноги делает Нургун Чемезов. Еще 4 балла. Челлендж. Судьи показывают 4 балла. Борцы в красном трико. При таком раскладе счет становится 9-1. Сейчас главный судья осмотрит ситуацию и даст оценку. Итак, продолжаем схватку. 4 балла синему и 2 балла красному. После осмотра
судья повтора, главный судья дал такую оценку. Сейчас становится счет 7-5 в пользу красном трико. В пользу борца в красном трико. Отрыв 2 балла. Осталось 20 секунд. Равная борьба. 13 секунд. Еще раз проход. Два балла. Какую оценку даст судья? Время. Еще раз повтор смотрим. Еще раз повтор. И опять челлендж. Алмаз Абдурагимов становится победителем весовой категории до 45 килограмм. Борьба чисто на эмоциях. Весовая категория 45 килограмм. За неспортивное поведение могут даже дисквалифицировать, так что борцы должны держать эмоции при себе. Тем более молодые юные борцы. Но мы надеемся, в следующий раз такое не случится. Но при равной борьбе это случается. Счет 9-7 в пользу Алмаза Абдурагимова. Сейчас главный судья посмотрит видео повтор. 7-9 польза Абдурагимова. 7-9 Стал обладателем золотой медали и звания чемпиона весовой категории 45 килограмм. Поселок Анна, Тамбовский улус. Юные борцы показали очень яркую борьбу. Счет об этом говорит 7-9. Завершающий финал. Весовая категория 65 килограмм. Красный трико Никита Евсеев, Бангинский улус. И в синем трико Пантелеймон Сафронеев. Пантелеймон Сафронеев из Вилюйского улуса. Идет пока равная борьба. Никто не хочет проводить атаку. Как говорится, на разведку они сейчас находятся, на разведке. До конца первого периода остается 50 секунд. И арбитр дает предупреждение борцу синего угла Пантелеймону Сафронееву. Счет 0-0. Опа! Проводит атаку Пантелеймон Сафронеев и берет 2 балла. До конца первого периода осталось 20 секунд. Счет 0-2. Схватку ведет на синем трико Пантелеймон Сафронеев. Счет 0-2. Первый период закончился. Второй период золотого финала 65 килограмм. Никита Евсеев, Тамга, Пантелеймон Сафронеев, Вилюйск. На данный момент схватку ведет борец в синем трико Пантелеймон Сафронеев со счетом 2-0. Но идет очень равная борьба. Бал Никита Евсеев. Минута остается до конца схватки. Скоростный захват. Обоюдный. 4 балла борцы
видим 3-2. Счет становится 1-6. Счет 2-2. По последнему, по качеству выигрывает схватку Сафронея. Никита Евсеев проигрывает. И работает. Еще один раз записывает счет 3-2. 3-2. Никита Евсеев выходит вперед. Теперь в проигрышном положении Пантелеймон Сафронея. Оба! Последние 9 секунд остается. Вот 3-2. За всех светлых кидается. Пантелеймон Сафронея. Точно! Со счетом 3-2 выигрывает в весовой категории 65 килограмм Никита Евсеев. Поздравляем Никиту! Хочется сказать слово благодарности главе Тампонского улуса Якову Иннокентьевичу Степанову и генеральному директору ДЭП-135 Александру Иннокентьевичу Свинобоеву за высокую организацию юношеского турнира моего имени. Вчера в рамках турнира мы провели с кандидатом педагогических наук Кривошапкиным Петром Ивановичем и Жирковым Василием Васильевичем научно-практический семинар на тему «Биомеханическое направление развития вольной борьбы». Надеюсь, что этот турнир и семинар даст большой толчок развитию вольной борьбы в Тампонском улусе и в целом республике. Турнир прошел на высоком организационном уровне. Хочется сказать слово благодарности главе Тампонского улуса Якову Иннокентьевичу Степанову и генеральному директору ДЭП-135 Александру Иннокентьевичу Свинобоеву. Жителям Тампонского улуса хочется сказать огромное спасибо за гостеприимство. Желаю всем здоровья и удачи. Итак, друзья, вот так и завершился первый республиканский турнир Иванова и Иллариона Федоровича. Турнир прошел на высшем уровне, ребята отборолись ярко, хорошую борьбу показали, и мы благодарим за гостеприимство Тампонский улус, поселок Кандыга, и желаем всем крепкого здоровья, процветания, и что в Тампонском улусе побольше чемпионов было. И поддержите нас, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, и до следующих встреч.